Здравствуйте! Многие считают, что жизнь – это сплошные проблемы. И если вы думаете, что вы живете плохо, то этот видеоматериал поможет вам поверить в свои силы и решить временные трудности. Недавно по инициативе Уполномоченного по правам человека прошли две акции «Путь к дому». Помощь лицам без определенного места жительства. Сразу скажу, что акции бы не состоялись без различных государственных ведомств и в особенности Министерства внутренних дел. Мы наконец узнали, что есть органы государственной власти, которые должны этим заниматься, но занимаются этим выборочно или вообще не занимаются. Но народ, или как это принято говорить, общественность, имеет свои методы. Есть общественные организации, которые занимаются этой проблемой не формально, а повседневно. Их немного, но они действуют и ждут помощи от государства, которое должно этим заниматься. С помощью Уполномоченного по правам человека Сарданы Гурьевой мы узнали, что есть право человека на жизнь. Но удивило другое. Чиновник сейчас употребляется в каком-то негативном смысле. Уполномоченный по правам человека тоже чиновник. Но у Сарданы Гурьевой есть понимание, наверное, правильное понимание чиновника, государева человека. А государство – это сила. И чиновник – это представитель государства. А государство может и должно обеспечить конституционные права человека. Сейчас вы посмотрите этот видеоматериал, но думаю, не всякий чиновник ночью решится пойти под дома, точнее под жилые дома, искать лиц без определенного места жительства, узнав о том, что им нужна помощь. И здесь я пользуюсь случаем. Сардана Гурьева просила передать благодарность Министерству внутренних дел Якутии за оказанное содействие. Директор Уполномоченный по правам человека. Велико что пить, я попрошу холодильник. Еще асал. Да, да. Велико джиджа у тебя тут асал килай ты место. Эти легко хеджибатынье, хасада хеджибаты. Ага. Вот это варика ханна варда били рука врачи. Не было шурала который подарил ханту вавр. Вот я басам да били. О, басам было. Учё да. Вперед. А куда он идет-то? Он глаза-то не видит. Я бы бабушку встречала, он как бы вряд ли будет. Ага. Аккуратно. Надо его фонариком в лицо светить, что ли? А, фонариком в лицо светить, да? Как там? Караган король, да, каратык, маднык, ок. Что с вами случилось? Вы же видели же. Я же это пил. Что пил? Это сып. Ну, шкальки эти. А на только дальше. Иди, на только иди. Это вот сама туда. Он уроженец сами села Намцы. Да, ранее судимый, есть дети, жена умерла. Вы еще хотели к детям же поехать? Так же, да? Ну, а дети где, я не знаю. Да. Я все уже, я не пью, все прекратил. То есть это лечение? Я сейчас только на вино перешел. На что перешли? На вино. Ой. Ну, портфель. А бросить не хотите пить? Да я могу и вообще не пить. Ага, хорошо. Просто Вы сейчас тряпкой- я пью-то и зачем? Лишь бы уснуть и чтобы не замерзнуть. А так-то теплее зачем мне пить? Если горячее что-нибудь есть, тем более горячее я попил, да и уснуть. Что не так, что ли? Ну, есть соседний дом, где у нас есть
Тоже граждане, лица без определенного места жительства, мы сейчас туда идем. Вы тогда нас подождете. Есть. Здесь они давно, да? На улице 25 градусов мороза. Устроиться, и вот эти бои, говорят, все время вы им отказываете. Поэтому я специально сегодня привезла, потому что уже на дворе ноябрь. Мы их нашли в 6 этаже под домом. Ну, пускайте. Август, сентябрь, октябрь, 4 месяца. Пытаемся их устроить к вам. Своих товарищей, которых пытаемся устроить с августа месяца, и с их слов сейчас мы не возьмем на интервью, если не в состоянии рассказать, им все время отказывают здесь устройство теряхи. Поэтому мы хотим опытным путем посмотреть, что же происходит здесь с гражданами, которые приходят, которые нуждаются в тепле. Ну, данные граждане, они у нас находятся на крыльце, постоянно сидят универсама 1, и одного я знаю вот с августа месяца, значит, его отправила в Терек, он пытался устроиться, потом адрес мне так и не смог сказать, и пропало. Я вот в воскресенье встретила вот второго его товарища, у которого внимательно еще раз спросила. Бирс тастати чернышевска нам отдохна. Тухва дети, тухтар. Эвенна тухтар. Делере, хотунуруттар делере. Олот кенлерлер, маны бир тастак. Кра тух. Масчер. Он тол кентенеме беннер геннер вара, дентомолан тух келе. Он бир пятиэтажка. Он ол пятиэтажка нерба. Ластурба. Еще раз с ним переговорила, потому что я его тоже видела в августе месяце. И вот он смог внятно рассказать, где у них ночлежка есть. И сегодня мы с вами посмотрели ночлежку по Чернышевского 12/1 на соседний дом. И вот под двумя домами нашли одного и второго и привезли в Терек.
Ну, расскажите, пожалуйста, вы сейчас вот мы привезли вам граждан, что вы сейчас с ними будете делать? Мы сейчас их осмотрим. И примем их. Нет, ну вы санобработку, да? Обязательно, в первую очередь. Санобработку проведем с ними. Слава, скажите, вы когда пытались сюда устроиться? Я там в универсаме Да, сидел, да, помните? У меня еще тушенки купили, макароны купили. Да. Да. Это Вот. было сразу после акции, конец августа. Потом, когда сюда приходили? А потом я вот приходил дней 10 назад Сюда, да? сюда, да. Ну, очень просим, сегодня тогда мы сейчас их оставляем в тройке, да? Да, обязательно. И обязательно мы завтра свяжемся и на днях я вас навещу. Хорошо? Есть у нас общественная организация «Линия жизни». Туда не хотите устроиться? Прямо сейчас отвезем. Доброй ночи. Да, принимайте, проходите. 12 ноября. Нужна проводиться такая работа? Вы же увидели людей, которых мы Я привели. думаю, как можно чаще. Да. Потому что много всякой несправедливости и всего такого всякого непонятного. Этот видеоматериал наводит на простую мысль. Может, хватит чиновникам уходить от ответственности, создавая различные регламенты и прикрывать свое бездействие, при этом не решать проблемы населения. Может, уже чиновники вспомнят, что они государевы люди, а государство – это сила. Сила, которая должна помочь человеку в реализации его права на нормальную человеческую жизнь. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни.